Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона ведущая Саргалана Антонова, за режиссерским пультом Марина Городова и Екатерина Голикова. Как вы знаете, 2021 год объявлен в нашей республике годом здоровья. Нет ничего важнее, чем жизнь человека. И нет ничего важнее, чем забота о нем. Эти слова, сказанные главой Якутии, стали девизом новой стратегической инициативы в нашем регионе. И мы продолжаем цикл передач, посвященных вопросам здоровья. Гость нашей студии сегодня врач-невролог, кандидат медицинских наук, психолог Любовь Николаевна Ефимова. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно в телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066, 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Любовь Николаевна, я хотела бы прежде всего, наверное, сказать нашим телезрителям, радиослушателям, что вот сегодня у нас в студии очень уникальный человек. Любовь Николаевна представляет собой врачебную династию. Расскажите, пожалуйста, коротко о своей семье. Спасибо большое. Наш семейный врачебный стаж на сегодня составляет 120 лет. Моя мама Никитина Марфа Егоровна, она заслуженный врач, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени. 50 лет проработала в Амгинском УЛОСе врачом. И в 75 ушла на пенсию с поста главный врач тубдиспансера. И она воспитала нас, своих дочерей двоих. Мы врачи. Моя сестра Костюкевич Надежда Николаевна, она работает в Москве в санатории Бесчегда. Она врач-реабилитолог, тоже кандидат медицинских наук. Я знаю, что у вас есть автономная некоммерческая организация «Аксиома», которая занимается как раз-таки вопросами здоровья, вопросами сохранения, различных методик. Расскажите, пожалуйста, вообще, как появилась задумка создать такую организацию? Спасибо большое. Вообще, когда человек выходит на заслуженный отдых, у него остается очень много времени. И каждый человек задумывается об этом, чтобы полезное сделать своему народу, что ты можешь принести. И мы со своей сестрой Татьяной Николаевной Гаврильевой, 2 врача на пенсии, проработав, Татьяна Николаевна 40 лет проработала в здравоохранении, я 30 лет проработала, и решили организовать такую некоммерческую организацию «Аксиома», и написали проект, называется «Истоки жизни». Для этого я поехала в Москву, обучилась по гипнородам на курсах у Анастасии Ивановой. Анастасия Иванова является единственным сертифицированным инструктором, ученицей Мэри Монган, и мы по этому хорошему такому, можно сказать, волшебному методу обучили, пока осуществляли проект, 60 женщин прошли курсы наши и охватили около 360 вообще людей, наших жителей Якутии, лекциями о здоровосбережении. Любовь Николаевна, все-таки хотелось бы подробнее узнать о самой методике гипнороды. Я так понимаю, что применяется гипноз. Наверное, его легкая форма. Все-таки мы привыкли, что гипноз – это явление, которое мы чаще всего видим в цирке. То есть выходит гипнолог и начинает работать с теми или иными людьми. А как эта методика применяется в жизни? И я слышала, что с помощью гипнородов появились дети, например, у Анджелины Джоли, у Джессики Альбы, это голливудские наши звезды, Кейт Миддлтон, Ирина Понарошку, Регина Тодоренко, это наши уже российские, Пожалуйста, что это за методика? Вообще, конечно, когда люди слышат слово «гипноз», они как-то пугаются. А эта методика, она называется легкий гипноз по методу Мильтона Эриксона. Это всемирно принятый метод лечения. Этим методом лечили не во время беременности используют, а вообще лечат заболевания. И много-много миллионов людей вылечились, используя этот метод Эриксона-Мильтона. И метод заключается в том, что мы вводим женщину в легкий транс. Вообще транс – это очень природное наше состояние, обычное. Человек 2 раза за сутки бывает в этом состоянии, и всего лишь надо его уловить. Это наше состояние дремы. Когда вы вроде бы все засыпаете, тело уснуло, а голова еще работает. И когда в это время вы какие-то
скажете себе пожелание, что-то свизуализируете, это с легкостью уходит как программа в ваше подсознание. И второе время – это когда вы просыпаетесь тоже в дреме. Вроде бы голова проснулась, хочется дотянуться до будильника, выключить, но руки, ноги не ваши. Вот это называется транс, легкий гипноз. И мы, работая внутренним состоянием женщины, у нас были и пары, и папы, добиваемся того, чтобы человек вошел в это состояние просто самостоятельно, вне зависимости времени вечера или утра. Этому можно научиться? Этому можно научить, использовать техники вот этого метода. Хорошо. А вот какие методы естественного обезболивания применяются при гипнородах? Как вы вообще готовите? Это, я слышала, что именно партнерская работа, должны присутствовать супруги оба, да? Не обязательно. Если даже папа не освоил этот метод, он просто может идти на партнерские роды, просто находиться рядом с мамой. И если даже он будет находиться и держать ее за руку, для женщины это будет большая, огромная помощь. Но даже женщина, не обязательно папа может идти подруга, может идти мама. Они могут вот так обучиться, потому что там не имеется в виду, что обязательно папа. И есть специальные техники легкого углубления в гипноз, в транс, да, и есть глубокий механизм, техники углубления в транс. Но это просто изучается во время изучения. Если я вот сейчас вам так просто скажу, каждый не сможет это сделать, потому что для того, чтобы созреть, принять вот это обучение, человек должен быть он должен находиться в определенном состоянии веры, что ты часть природы, ты часть живого мира. Надо подумать, как рожают наши сестры меньшие. Ведь мы же не видели, корова бегает, кричит и на ходу роняет своего ребенка. Они просто находятся в темноте, в тишине, в тепле. И вот это триты – это вот обязательное условие, которое требует Мэри Монган, в котором должна находиться женщина. То есть, когда вот наша женщина поступает в отделение, там врачи, отделение перинатального центра, Национального центра медицины, врачи подготовлены, они знают про этот метод. Конечно, они обеспечивают тишину и тепло, и чтобы женщина находилась сама с собой. И, воспользуясь моментом, я хочу выразить огромную благодарность всему коллективу перинатального центра, Национального центра медицины в лице руководителя Павловой Татьяны Юрьевны, что они поняли нас, что они приняли нас, и что они принимают, очень хорошо ведут роды нашим подготовленным мамочкам. То есть можно говорить, что гипнороды – это своего рода философия? Это целая философия, да. Поэтому так на ходу, на лету это не осваивается. И мало ли, что я хочу дать, да, обучение, надо, чтобы человек был готов это взять и использовать. И самое главное, вот то, что они проходят обучение гипнороды, они будут пользоваться этим методом в течение всей жизни. Это не обязательно во время родов. Человек может запросто в одно мгновение себя успокоить, используя эти техники. Так что методика очень хорошая. И наши внуки с Татьяной Николаевной родились этим методом. Вот видите, как здорово, да? А мы можем говорить о какой-то статистике, вот как у нас вообще в Якутии проходят роды, много ли у нас там тяжелых случаев и так далее, в каких условиях у нас рожают женщины? Вообще по статистике, даже по средней российской, и у нас точно так же 50% женщин рожают, только 50%, да, рожают естественным путем. Когда нас обучала Анастасия Иванова, она работает в таких, хороших, да, можем говорить, самых лучших перинатальных центрах, как Лапина, как «Мать и дитя». И она говорила нам, что когда они пришли работать в эти центры, точно так же 50% женщин рожали только естественным путем. И в процессе вот этих 20 лет, которые они работают, сейчас, в настоящее время, 80% женщин рожает именно по природе. Это же ведь классные результаты, да? Да, это очень хороший результат. Да, и мы с Татьяной Николаевной просто очень хотели помочь нашим женщинам, чтобы каждая женщина прошла через это чудесное событие своей жизни, ощущением, что она дарит жизнь ребенку.
Хорошо, дорогие друзья, я хочу сказать, что во второй части нашей программы у нас здесь в студии будет семейная пара, роды, которые прошли вот как раз-таки с помощью легкого гипноза. И у вас будет реальная возможность вот увидеть, услышать этих людей, и их рассказ о том, как же на самом деле вообще происходит этот процесс, да? Ага. А сколько по времени занимают гипнороды, например, в отличие от обычных родов? Вообще статистика, изучается же, да, и этот метод уже давным-давно существует, она используется в 40 странах мира, уменьшается в 2 раза время. Обычно нам дают первород, когда рожает первородящая 12 часов, а гипнороды 6. У каждого по-своему происходит, конечно, этот факт, да, это природное явление, да. И что я хочу еще сказать, да, как мы узнали вообще о существовании вот такого метода, да? Мы вообще не знали об этом. И у Татьяны Николаевны дочка Виктория Леби, она врач, она закончила Дрезденский мединститут, она вышла замуж за Дирка Леби, он доктор экономических наук, и они, когда рожали своего ребенка, начали искать какие-то методы, которые бы помогли рожать хорошо, и нашли вот этот метод. И Татьяна Николаевна увидела, присутствовала в этих родах и рассказала мне, просто как фантастику, да, вот как происходили эти роды. И когда моя дочка была беременная, я дочке и зятю сказала, наверняка в Москве есть такие курсы подготовки, найдите по методу Мэри Монган. Они нашли Анастасию Иванову. И вот тоже они очень хорошо, спокойно, хорошо по природе. Она родила моих внуков. И самое главное, дети отличаются. Да, вот об этом подробнее немножко расскажите. Дети. Чем они все-таки отличаются? Дети, которые были рождены с помощью гипнородов. Вообще, когда неподготовленная женщина рожает, у нее есть страх, что она что-то сделает ребенку или себе, что она не сможет родить. А мы обучаем мамочек, да, что матка – это чудесный орган, который очень классно, без вашего участия, развивает плод. Женщина не думает, 16 недель, мне сегодня надо вырастить ушки, надо хрящ покушать. Вот природа сама делает, да, вот это чудесное создание ребенка. И когда ребенок проходит через все стадии, через все матрицы перинатального центра, он становится совершенно другим ребенком. Хорошо, дорогие друзья, сегодня мы говорим о здоровье, о новых методиках. Оставайтесь с нами, это программа «Якутск сегодня». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим о здоровье, о том, как его сохранить, какие методики для этого существуют, а также об интересных проектах, которые уже реализованы. В частности, нашим гостем, врачом-неврологом, кандидатом медицинских наук, психологом Любовь Николаевной Ефимовой. Ну что же, напоминаем, что наша программа выходит в прямом эфире на телевизионном и радиоканале НВК Саха одновременно. Вы можете позвонить к нам в студию по телефонам 32 2066 32 11 66. И, как я обещала, сегодня у нас в гостях семейная пара, супруги, которые вдвоем посетили курс гипнороды. На собственном примере смогли убедиться в его полезности, испытать его, как говорится, во время родов. Итак, знакомьтесь, это Любовь и Алексей Артемьев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, я так ознакомилась предварительно и знаю, что у Любови это была уже вторая беременность, да? До этого у вас родился первый сын, и каким был опыт? Вот. Самый-самый первый для вас. Да, у нас 3 детей, а у нас вот первый это сын. Первая беременность у нас тоже проходила очень гладко, и первые роды тоже были позитивные. И мы тоже готовились к первым родам, но это не по гипнородам было роды. Ну, что-то вот вас беспокоило, например, когда вы забеременели во второй раз? Во второй раз. Во второй раз у нас уже двойняшки были, конечно, мы очень волновались, так как это было очень неожиданно для нас, и поэтому вот мы решили очень тщательно подготовиться к родам, и у нас была цель родить естественным путем. Потому что вас
предупредили о том, что двойняшки, и тогда, возможно, сделают кесарево сечение, да? В основном, да, в поликлиниках врачи говорили, что в основном двойня рождается только путем кесарево сечения. Поэтому нам очень хотелось родить самим. Ну, Да. это, конечно, да. Ага. А как и откуда вы узнали о методике гипнородов? О методике гипнородов я узнала в группе мамочек. По WhatsApp мы там вот переписывались с девушками, которые тоже беременны, вот августята. И как узнали, сразу мы вот пошли с мужем учиться. А почему захотели испытать на себе? Вот какое-то желание было, может, боязнь или что? Что да, как я уже руководило сказала, вами? да, Ага. как я уже сказала, мы очень хотели родить вот естественным путем, да. Мгм. И так как вот это было как все впервой, вот 2 ребенка сразу, и в основном все говорят что вот кесарево и так далее. Поэтому захотелось вот попробовать какой-нибудь такой метод, чтобы родить без боли, вот позитивно, чтобы все было хорошо. Мгм. А как проходили вообще занятия, чему смогли научиться? Вот вы пришли первый раз, что узнали о гипнородах, что вам рассказывали? Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Татьяну Николаевну и Любовь Николаевну за то, что вот проводят такие курсы. Они вот нам показывали презентации, очень хорошо рассказывали вообще о процессе родов, учили вот техники дыхания, как погружаться в транс во время родов, и что роды — это очень естественный процесс, и что это не адская, как говорят, Адская боль, да? ага, а вот встреча со своим ребенком, это рождение нового человека, что вот надо воспринимать все это как что-то чудесное, вот так и готовили. Хорошо. Дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире, и у нас в студии находятся супруги Любовь и Алексей Артемьевы, которые сами на себе испытали действие вот таких очень интересных гипнородов, новой уникальной методики, целой философии, да, можно сказать. Вопрос у меня к супругу, да, вот очень интересно, что муж поддержал инициативу жены, ведь не все мужчины соглашаются помогать во время родов, быть партнером. Скажем так, это не была инициатива Любови, это была моя инициатива, потому что прям с самого детства, то есть мы когда смотрели по телевизору фильмы, допустим, зарубежные, там всегда в народах присутствуют мужья. И, скажем так, в этих фильмах некоторые мужчины падали в обморок, правильно? И мне захотелось попробовать себя испытать. Тогда мы еще с Любой не были знакомы, просто захотелось. И вот эта мысль у меня сидела в голове, и просто, когда мы уже с Любой познакомились, когда мы уже запланировали ребенка, и мне просто захотелось побыть там, и почувствовать, естественно, что, вообще какие ощущения можно испытать. Мне понравилось, скажем так, и Любе это. Страха не было? Нет. Я знаю, что в первых родах вы даже, да, присутствовали? Да, страха не было. Скажем так, даже мое присутствие, когда присутствует партнер, девушка, скажем так, супруга, она перестает. То есть она ведет себя более, скажем так, спокойнее. Это как надежность, да, что я присутствую, я поддерживаю. Да. Уверенное мужское плечо. И если она начинает, допустим, волноваться, то я ее успокаиваю. И таким образом, роды у нас первые прошли хорошо. На вторых, после гипнородов, скажем так, точнее, на вторых родах-гипнородах, тавтология получилась, да? Здесь уже были правильно, то есть мы изучили, как правильно дышать, как правильно себя вести и что визуализировать. То есть у нас были аффирмации и дыхание правильное, и вот это нам все помогло намного, скажем так, более лучше родить двоих детей. Мы даже пели вместе во время да. схваток, да, вот это очень помогло. Давайте вот непосредственно о самих родах поговорим. Например, у Любови схватки начались перед родами? Дома, да? Нет, я уже Как это лежала в происходило? перинатальном центре, так как у нас были двойняшки, заранее положили. Схватки начались прямо в роддоме, и меня сразу перевели в родблок. И потом я позвонила мужу и сразу пригласила, что уже все началось. Вот заранее было обговорено, что у нас партнерские роды, но он сдал анализы, вот все подготовительная часть, и его впустили.
И вот мы вместе начали схватки переживать. Но вообще говорю, что схватки это как воспринимать. Все говорят, что это очень больно, да? Вот если ты настроишься, вообще, мне кажется, это вообще не больно. Я вот до раскрытия, почти до полного раскрытия я ходила, улыбалась, пела. И вот как учили на курсах, не кричали вообще, вот именно надо мучать вот так, вот такие звуки. Вот можно петь. И вот так мы очень легко и хорошо родили вот двойню. У нас даже вот, получается, дочка лежала попой вниз, головой вверх. Но нам все-таки разрешили, а сын первый родился, а дочка потом. Вот даже так получилось. То есть кесарево вам не делали? Да. Большого обезболивания, вот эпидуральную вообще анестезию и так обезболивания далее? не было, ничего не было. Все было естественным путем. Ну и, конечно, очень помог муж, что он был рядом. Он поддерживал. Я даже вот забывала о технике дыхания во время вот поток, да, неправильно дышала. Он вот говорил, помнишь, как учили? Он мне напоминал, как дышать. И, ну, вот мы родили двойняшек естественным путем. И вообще это была такая эйфория. Прям вообще. Алексей, ваши ощущения, когда вот появился один ребенок, потом следующий? Вы взяли первый, наверное, их на руки? К сожалению, нет. Первым взял, конечно, врач. Положили на специальный этот столик, окутали и сказали, ну, можете сейчас уже взять на руки. Я взял на руки, меня положили на кровать и положили первого ребенка на меня. То есть именно соприкосновение кожи с кожей происходило не с матерью, а именно со мной, потому что Люба уже рожала второго ребенка. После того, как доченька вторая у нас, получается, второй ребенок родился, ее тоже дали мне и проводили процедуру с Любой. То есть первые дети были со мной, скажем так, первое время. Мы лежали, Любу подготовили, и все, мы остались вместе вдвоем. И, это было круто. Это ни с чем не передаваемое ощущение, это не описать словами, это надо только испытать. Вот я хотела бы узнать, как ваши дети себя чувствуют вот сейчас, когда они уже подросли, сколько им сейчас, какой у них возраст, и как-то они отличаются, может быть, на ваш взгляд, от детей, которые родились обычным способом, или нет? Нашим детишкам сейчас по 2,5 годика, они очень смышленые, мне кажется, они очень развитые, они уже умеют разговаривать друг с другом. Мне кажется, что вот процесс родов тоже, да, влияет вот на развитие. Они очень хорошо все воспринимают, знают свой родной язык, разговаривают только по-якутски. И, мне кажется, очень даже хорошо, да? И не сам момент родов, да, вот именно по гипнородам помогает, а по гипнороду еще учат точнее во время беременности до родов именно разговаривать со своим ребенком, давать понять, что мы его любим, что мы его ждем. И, то есть мы по этой методике и разговаривали, и пели им песни, то есть мы уже ждали их, и они чувствовали это. Чувствовали связь еще до родов, потом во время родов, и уже, соответственно, после. И мы наших детей, не выставляем, скажем так, а бывает показываем у нас в Инстаграме, и люди отвечают, то есть идет обратная связь, и спрашивают, сколько возраст наших детей, и сравнивают со своими детьми. Есть некоторая часть людей, которые прям, скажем так, они говорят, что их дети еще не разговаривают, хотя им, они чуть старше. Это, все равно это, наверное, скорее всего, зависит индивидуально, но я так думаю, что гипнороды все равно помогают нам, нашим детям, быстрее развиваться. А вы общаетесь, вот, например, с семьями, которые также, например, с помощью гипнородов воспроизвели своих детей? Я вот знаю, что вот Ирину Матвееву, которая тоже родила, да. Периодически общаемся, вот так разговариваем. И в Инстаграме вот читаем посты и так далее, комментируем вот в таком ключе. Вот какие-то советы вы хотели бы дать, например, беременным мамочкам, да, семьям, которые ждут детей? Действительно, вот у вас была очень велика вероятность, да, того, что сделают кесарево. Благодаря гипнородам вы родили самостоятельно. Это очень большое достижение. Я бы хотела сказать будущим мамочкам, которые ждут детей, обязательно подготовиться к родам. И
желательно пройти вот этот курс гипнорода. Он очень, вот этот курс очень вам поможет настроиться на позитивный лад. И роды — это не болезнь. Ну, вообще, это естественный процесс, это вообще сказка, это воспроизведение нового человека на свет. Поэтому вот так надо себя настроить. Настрой решает. Поэтому даже если я даже родила двойню дома, то одного ребенка родит, естественно. Ну, это вообще возможно. Вот именно все в голове, все в подсознании. Поэтому надо готовиться. Алексей? Ну, пожелаю девушкам. Многие девушки совсем не хотят партнерских родов. Попробуйте, настройте своих мужей, чтобы они с вами ходили, и вам будет намного легче, потому что партнер всегда поможет, муж всегда поможет, подскажет, когда во время родов. И сходите на консультацию по гипнородам, потому что там помогают мужьям тоже. Хорошо. Дорогие друзья, это программа «Якутск сегодня». Оставайтесь с нами. Мы продолжим разговор о нашем здоровье в третьей части нашей программы. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу и говорим сегодня о здоровье, о том, как его сохранить, какие методики для этого существуют, а также говорим об интересных проектах, которые уже реализованы нашим гостем. Это врач-невролог, кандидат медицинских наук, психолог Любовь Николаевна Ефимова. Дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066, 32 11 66. Пожалуйста, можете звонить и задавать вопросы нашему собеседнику. Любовь Николаевна, давайте все-таки вот подведем, наверное, итог, да, нашему разговору. У нас в гостях побывали супруги, которые с помощью этого метода родили. Вообще, сколько женщин у нас могло воспользоваться этой методикой, каковы результаты? Вот вы продолжаете, наверное, следить за судьбой мамочек. Да, мы общаемся, у нас есть обратная связь от наших любимых учениц. Вот, например, есть у меня вот такая книжка и вот такой рисунок, да. Это вот я бы никогда себе не сделала такую записную книжку. Это мне подарила мамочка, которая воспользовалась, супружеская пара. И вот они мне сделали такой подарок. Ну, и я почувствую, одна моя слушательница, курсантка, сделала серебряную брошь и в виде химической формулы серотонина. Она мне сказала: Любовь Николаевна, вы столько говорили об этом гормоне счастья, серотонине. Я вам дарю брошку в форме химического структуры серотонина. Но это говорит за себя, что люди благодарны за то, что за нашу работу. А нам-то это вообще как бы в душе очень классное чувство, что мы помогаем женщинам, помогаем нашей Якутии рождаться здоровым детям. Если посмотреть статистику, да, она, конечно, пугает, потому что вот я приведу всего лишь одну цифру, да, за 2014 год. Там на первом месте по инвалидности, не заболеваемости, а по инвалидности детей. Первое место занимает заболевание нервной системы со значением 9,6, тогда как российский средний показатель 5,3. Почему наши дети почти 2 раза рождаются инвалидами больше, чем в России от заболеваний нервной системы? Ну, это само по себе говорит, что это травмы, да, ДЦП. Не зря же у нас открываются огромные центры реабилитации детской, да. У нас есть в Нерюнгре центр целый ДЦП. И поэтому, я очень надеюсь, что наши усилия вот 2 врачей, которые руководствуются желанием помочь своему народу, чем-то обернется хорошим и будут рождаться здоровые дети. Но есть такое выражение «все в нашей голове». Вот как это выражение соотносится с нашим понятием здоровья? Так, Иван Николаевич Сеченов, это академик. Он основатель Российской школы физиологии. Он в своем труде «Рефлексы головного мозга» сказал такие слова: «Мозгу все равно, или ты сейчас это переживаешь, или думаешь о прошлом, или предполагаешь, что это случится. Вырабатываются одни и те же биологические, электрические заряды. Поэтому, когда мы думаем плохо о том, что случится, когда ожидаем, что будет плохо, что
потому что же ведь девочки с самого маленького возраста через СМИ, через своих мам, через бабушек, потом уже постарше, через подружек узнают, что боли – это страшно. У них в подкорковой системе зарождается и основывается мощное чувство страха. А мы работаем с этим чувством. Мы во время транса, это волшебное время, как сказал академик Бехтеров, в это время просто наше сознание, подсознание, открываются двери между ними. А мы же 94, наше подсознание же, и только там 5-6% это сознание. И поэтому самое большее, что мы можем, что может делать наш организм, мы в это время просто исчерпываем оттуда вот самые хорошие возможности нашего организма. Любовь Николаевна, я знаю, что на сегодня у вас также действует новый проект, который тоже получил поддержку Фонда президентских грантов. Вообще, как он называется, на что направлен, кому адресован? Ага, мы так радуемся, когда пишем эти проекты и получаем гранты, потому что действительно государственная поддержка, хоть она и не очень большая, она нам дает право где-то снять помещение, да, какие-то организационные вопросы решить. Например, вот в первом гранте, например, да, проекте «Истоки жизни» моя работа была просто благотворительная. Я работала просто потому, что я хочу так сделать. И это очень важно. Ведь не все в этой жизни решается деньгами, потому что случаются хорошие события, в моей жизни, да, за то, что я сделала. Рождаются здоровые мои внуки. Это вот на уровне энергии решается, да. И второй грант, который мы выиграли в этом году, она называется «Женщина Крайнего Севера, хранительница традиционных практик, здоровый образ жизни и сбережение здоровья». Мы вообще должны понимать, что женщина в здоровье семьи играет огромную роль. Кто готовит еду, кто ставит на стол еду, ведь это зависит от женщины, да, от выбора ее, от ее мыслей, которые находятся в ее голове. Или сэкономить и купить там бразильское мясо, или чуть подороже, но приобрести свое местное. 2 года назад у нас происходила научная конференция, посвященная грудному вскармливанию. Из Москвы приехали очень много научных работников, ученых, докторов наук. И среди них была Мария Гмашинская, это всемирный эксперт по питанию, доктор медицинских наук. И каково же наше было удивление, когда она начала свои слайды с показом наших традиционных блюд. И в конце она сказала: вы самые счастливые люди. Вот так, как вы питаетесь естественно и натурально, никакой народ не питается. Действительно, на самом деле так. И мы не должны забывать, что мясо, например, свинина, выращенная в производстве, да, это она из-за того, что... мы же понимаем, что это относится к деньгам, да, что не должно быть падежа, что она должна нарастить очень много мяса, это гормоны роста делают, да, антибиотики делают, и он стоит в загоне, или лежит, или стоит. Или мясо нашего же ребенка, который живет всего 6 месяцев, питаясь только разнотравьем нашей тайги, рядом с мамочкой, пасется везде, где ему вздумается. Но энергетика этого мяса, конечно, совершенно другая. И я вот просто призываю наших телезрителей, наших радиослушателей, вообще для каждого человека корневая система, она имеет огромное значение. Если наши предки, наши корни, питаясь таким образом, доживали до долгожительства, то мы должны смотреть, изучать и думать, что они такое ели, что они такое сделали, что в таких страшенных условиях мы в этом году почувствовали действительные морозы нашей Якутии, да? А ведь в те годы это действительно было каждый год, вот так они выживали, живя в своих балаганах. Поэтому мы должны помнить, что сохранили для нас и передали через гены наши предки, жить с благодарностью и любовью. Вот как раз об этом ваши лекции, которые проводите вы в рамках гранта. Кроме того, я знаю, что вы выезжали в Улус и также проводили очень активную такую информационную работу, учили людей собирать лекарственные травы, с травницей, занятия у вас были, да? Об этом.
Ну, немножко вот эти расскажите. все, что вы перечислили, это входит именно в разделы нашего проекта, да? Ага. Мы выезжали, мы вообще держим связь с нашим родным Улусом, Амгой. Вы все знаете, да, что Амга – это жемчужина Якутии. И живя в таких условиях во время детства, мы, конечно, вобрали очень хорошего здоровья, купаясь целое лето в Амге, собирая травы с бабушками, с мамами, да. И поэтому мы в этом году выезжали. Ну и мы еще и по программе «Истоки жизни» выезжали, обучали там женщин рожать и получили очень хороший отзыв от врачей. И в этом году мы выезжали уже по новому проекту, да, обучали там женщин собирать травы, изучили, потом правильное питание мы тоже вот показывали прям буквально, как мы можем это делать, да, и читали лекции. И я тоже хочу воспользоваться моментом поблагодарить главу Улуса Архипова Николая Архиповича и Александрову Софью Лаврентьевну за ту поддержку, которую они оказали, когда мы были там. И учитывая именно вот время нашего выезда, был же ковид, все было закрыто, и они нам любезно предоставили, чтобы мы онлайн со всеми поселками работали с населением. Любовь Николаевна, ну и в завершении нашего разговора я хочу, чтобы вот вы нашим телезрителям, радиослушателям сказали цифры, статистику, вообще на сколько процентов наше здоровье зависит от медицины и насколько от самих себя? Спасибо большое за вопрос. Вообще, это Всемирная организация здравоохранения дает такое определение нашему здоровью. Здоровье – это не только физическое здоровье или отсутствие увечий, это и психическое, духовное, душевное и социальное благополучие. И тоже ВОЗ дает проценты эти, да, 50% нашего здоровья зависит от образа нашей жизни. То, что мы кушаем, что мы пьем, как мы пьем, какого качества воду мы пьем. Мы же 70% состоим из воды, это имеет очень большое значение. Также имеет значение, какие мысли живут в наших головах, как мы относимся к себе, как мы относимся к миру. Есть понятие «мир» внутри человека, и есть человек внутри мира. Да? Поэтому, когда вот эти понятия гармонизируют, они совпадают, то человек живет в гармонии, согласии с самим собой. Поэтому никогда не надо сбрасывать психологическое состояние своего здоровья со счетов. Потому что многие люди думают, что здоровье – это когда мы просто ходим, слышим, дышим. Это не так. Хорошо. Любовь Николаевна, я благодарю вас за очень интересную беседу, которая у нас сегодня была во время передачи. Да? К этой теме мы обязательно вернемся, дорогие друзья. Это была программа «Якутск сегодня». Мы сегодня говорили о здоровье, о том, как его сберечь, какие методики для этого существуют. Всего вам самого доброго и до свидания. Будьте здоровы! До свидания.